Если вам предстоит развод в Турции, то вы должны хорошо понимать, какие типы разводов существуют и чем они отличаются друг от друга. Исходя из той обратной связи, которую мы получаем от своих подписчиков, складывается такое впечатление, что далеко не все понимают, какие вообще типы бракоразводных процессов существуют на территории Турции. Их всего два. Бракоразводный процесс по обоюдному согласию и развод без договоренности. В любом случае необходимо обращаться в семейный суд. Бракоразводный процесс по обоюдному согласию – это самый простой и быстрый способ развестись на территории Турции. Конечно же, он возможен, если обоим супругам хватило мудрости обо всем договориться и расстаться мирно. Супруги заключают протокол, в котором они прописывают все условия, на которых они разводятся, а затем подают заявление в суд. Такой развод заканчивается всего лишь за одно судебное заседание. И такой нюанс важен, что оба супруга должны обязательно присутствовать на этом единственном заседании. Даже если один из супругов находится за границей, все равно нужно будет приезжать в Турцию. И также такой вид развода возможен только в том случае, если ваш брак просуществовал не менее 1 года. Если суду не понравится что-то в вашем протоколе, если там ущемляются чьи-то права, то суд имеет право изменить какой-либо пункт или несколько пунктов данного протокола. Что же касается развода без договоренности, то здесь все гораздо более сложно, более долго и драматично. И такие процессы могут длиться и 2, и 3 года, особенно когда супруги начинают сталкиваться лбами и вести настоящую войну в суде за детей, за алименты, за компенсации морального материального ущерба, за имущество и так далее. Особенность данного типа развода заключается в том, что супругам не нужно присутствовать лично в суде, и все может сделать за них адвокат при наличии доверенности. Поэтому те девушки, которые больше не хотят никогда видеть своего мужа и не хотят приезжать в Турцию для того, чтобы развестись, они выбирают такой вид развода и дают просто доверенность адвокату на представление интересов. На развод может подать один из супругов первым, второму супругу приходит официальное уведомление. И обязательно нужно указать причину. По какой причине вы подаете на развод? Причин может быть очень много. Это и алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, безнравственный образ жизни супруга, например, или, возможно, увлечение азартными играми, раздельное проживание, супружеская измена, насилие физическое и эмоциональное со стороны супруга и так далее. Причин очень много, но чаще всего указывают такую причину, как непримиримые разногласия. Вот такие виды развода существуют в Турции. Если вам предстоит развод, то обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что у нас очень много полезной и интересной информации по семейному праву в Турции. Я надеюсь, что вам было интересно. Всего вам доброго и до встречи в следующих видеороликах.